Я цахцот, а кинатых разнопалаку, а чары рыску, а дырра теракорцикл. Сегодня у нас в гостях актер, кинорежиссер Тимур Тания. Тимур, я рада приветствовать тебя на родной земле. Я знаю, что ты больше находишься в России, нежели в Абхазии. Вы знаете, с Абхазии можно уехать, но Абхазия из тебя никогда не уедет. Ну, ты в своем духе. Вот мы с тобой 2 года назад встречались. Хорошо. Вот, кстати, с вашей хорошей легкой ноги все свершилось все тогда. Спасибо. В условиях сегодняшней жизни не только в Абхазии, не только в России, во всем мире сделать большое кино – это огромный труд, который требует не только таланта, не только денег, но и каких-то связей, каких-то личных отношений и какого-то куска жизни. И нервов. Нервов, безусловно. Я абсолютно с вами согласен, да. Но дело в том, что мне повезло, что у меня круг общения достаточно серьезный. Я имею в виду моих друзей, которые рядом со мной стали. Это и Тимур Кискири, это Вианор Бебе, и Нарт из Абхазии. Они, в принципе, спродюсировали это кино, помимо... Я не знала, что ребята являются одними из продюсеров твоей работы. 5 основных, а вот они дополнительные, которые как исполнительные продюсеры. Но Тимур больше по креативной части был, и именно он снимал те сцены, в которых я снимался. Он режиссировал, а Вианор, он продюсировал по Абхазии абсолютно все там. Такая отдача шла от всех в республике. Мне было это очень приятно. Я боялся, переживал, что где-то там кто-то себя не так поведет из местного населения, из нашего, как порой бывает. Вопреки всему, у меня с моим фильмом случилось все наоборот, именно вот как в новеллах у Лакирбая, с большой совестью, с честью. Все принимали всех абсолютно. И вот в селе Губ мы снимали, в прекрасной семье Гварамия Славика. Мы ездили, выбирали дома, и этот дом, вот просто мы проезжали мимо, его увидели, и вот напали на этот дом. Вот у него и шикарный, красивый забор, этот зеленый вот кустарник, который стригут. Сам по себе дом, он такой вот фактурный, он там одни блоки, штукатурки нету. И когда я пришел, стал просить Славика Гварамия, что хочу снимать у тебя, пожалуйста, не откажи мне. Он говорит, ты ойлагома, говорит. Он, наверное, обрадовался. Нет, он сначала расстроился, он говорит, ты что, как я такой дом людям покажу, ты его снимешь, такое положение. Ну, там комедия, конечно, тоже была. Я говорю, нет, ты что, наоборот, этот дом всем. Да. Ну, у меня по сюжету старые люди жили. И он у них вот такой старый, ветхий. Он у них старый, довоенный, там, и вот у них там штукатурка валилась. Ну, вот все как надо. Вот фактура дома идеально подходила. То есть они вам отдали свой дом? Сами вышли, и вот 20 дней они там, никто из них ни криво не посмотрел, не зарекнулся, не сказал. Наша художник, постановщик, вино там нам надо было показать в кадре, она решила его сделать из марганцовки. Ну и когда это лилось, мы в кадре смотрим, что это видно же, плотность марганцовки, она совершенно другая, вино намного плотнее и выглядит по-иному в кадре. И я говорю, это что? Это вообще вино? Я смотрю, марганцовка. Я говорю, ты что? Страна, производитель вина, и ты марганцовку льешь. В Абхазии проблем нету с вином. Она говорит, я не знаю, я как-то подумала, что так. У хозяина дома вина не было. В общем, мы пришли к соседям, и там нам 15 литров или 20 литров вина вообще сразу без проблем. А еще кто нес, его накачали, кто побежал, этот художник-постановщик, за вином. Его же там, как полагается, псола, зайди сюда, вот, подними. Но я был горд за свой народ, и что вот так вот приняли. Вы им платили, этим людям? Кому? Нет, я же говорю, эти люди с нас ни копейки не взяли. Эти люди с нас не взяли ни копейки, отдали свой дом,
Это просто потрясающе. То мы уже от себя там подарили. Сейчас я даже говорить не буду, но мы хотелось им все подарить. Хотелось все подарить, но возможности не было. Ну, было маломальски, что я испытываю сумасшедшую гордость за то, что вот именно как наши отцы учили. Эти простые люди, они понимали, что ты делаешь что-то. Соседи, я говорил, сколько вам там за вино заплатить или еще что-то. Даже не я подходил, я специально отправлял моих там художника-постановщика с Москвы, Анну Стрельникову, которая марганцовку делала. Я говорю, иди, заплати, скажи им сколько, что. И они с нее тоже денег не брали. Она была в шоке, я такого отношения не видела. И ее там спаивали, везде ловили, кормили. Они там мандарины увидели, фехуа, мы в октябре снимали. И они не могли поверить, что это все растет на дереве. Они думали, что это сразу в магазинах появляется. В общем, они через забор прямо, а можно, нельзя? Я говорю, там спросите у хозяина, они, хозяин, можно? А они говорят, конечно, заходи. Пока они срывали с рук, там им уже на вазе приносили эти фрукты, овощи, и чачу, орехи, все как полагается. Ну, я был искренне удивлен, приятно. Ну, не как удивлен, в принципе, это наши адаты, да, это наши обычаи, традиции, но... Мы дожили до того, что это нас удивляет. Довольно часто мы сталкиваемся с другим. Мы снимали в Старой Гагре, почти в Сандрипше, это Орлиное гнездо, сталинская дача. Там ребята тоже из спецслужб подошли. Тоже вообще, везде была отзывчивость. Ну, это, конечно, еще и благодаря Вианору Бебек, который от правительства шел. И я искренне верю в свой народ. И вот эта история с моим кино, она мне дала вот такой импульс, что не то, что не все потеряно, а вот нас действительно впереди ждет самое лучшее. Потому что у нас это сохранилось еще. Это есть. В городе, может, мы это не встречаем, но в деревнях это есть. И слава Богу. Знаешь, мы люди, которые постоянно находимся в Абхазии, мы стали терять надежду на то, что что-то делается просто так, что все это уже ушло, что это вот после войны были вот такие отношения. Я сам опасался. Сам опасался ты. Сам переживал по этому поводу. Я думаю, что весь секрет в тебе, твоя открытость, твое отношение к людям, к тем, кого ты привез, отношение народа абхазского к тебе. С тобой по-другому случиться не могло. Это не значит, что каждый режиссер приедет снимать и его так встретят. Это говорит о том, что ты не потерял вот эти качества, вот эти связи, и нам надо учиться этому и не терять это. Так я же чему был бы поражен, помимо меня, этот вот весь мой коллектив, который там был, я переживал, что они столкнутся где-то с хамством. Так это же твои люди, это же твои гости, которых ты привез сюда. Как они с ними могли как-то по-другому обойтись? Вот и не обошлись, и я поэтому благодарен. Это говорит о том, что если каждый человек будет нормально, по-человечески, по-доброму жить, делать свое дело, тем более у нас земля такая, у нас люди такие, они не могут не откликнуться. А в последнее время у нас очень много таких пессимистических Да, к сожалению, да. разговоров, да, и то, что все пропало, все потеряно, мы продажные, все продались. Я вот по этому поводу хочу чуть-чуть прокомментировать тоже тебя, да. Я как-то расстроился одно время, но когда еще это лет, наверное, 5 тому назад было. И вот здесь опять какие-то плохие новости. Мы с ребятами сидели, обсуждали. Я домой прихожу, и как-то мы там ужинали, и я отцу говорю, вот, видишь, какая ситуация, там, везде сталкиваемся с таким непонятным. Скорее всего, нам вообще, говорю, лет через 20-30, я говорю, мы сотремся, исчезнем, как вид в Абхазии. Он мне одну вещь сказал, которая меня не сбила, а на ноги поставила. Он говорит, я Аллах, говорит, Абрифера, мы, говорит, тысячелетиями существовали, и именно вот это ваше поколение, когда появилось, говорит, мы должны исчезнуть, что ли? Мы, говорит, свое поколение, наше поколение, мы свое сделали, говорит, мы вам передали, вас свободная, независимая республика. Дальше, говорит, если мы исчезнем, это ваша вина, говорит. Правильно он тебе сказал, все в наших руках. Все отчаиваться, надо, каждый пускай своим делом занимается, развивается, приносит
созидает в сторону республики. Это и есть наш вклад в дело нашей государственности, правда? Когда мы честно, правильно, профессионально делаем свое дело. Растем. Сегодня в мире тяжело, не то, что у нас в Абхазии. Отсюда началось. На мир передалось. Да. Тимур, ты мне сказал, что ты хочешь дальше учиться актерскому мастерству. Да. Меня это просто вот так тронуло, то есть с твоим уже статусом, положением, достижениями, да, ты все равно хочешь дальше расти в этом. Конечно, я хочу, потому что у меня опыт есть в эстраде хороший, да, благодаря КВН, но очень сильно не хватает драмы. И понимаю, что если я начну играть драму, в принципе, мне будет, ну, мало будет, так как мало опыта, поэтому мне хотелось бы отучиться, взять какие-нибудь курсы у мастера, у хорошего мастера, но пока, к сожалению, у меня никак не состыковывается ни со временем. Но мысль эта остается. Да, Это очень приятно, потому что мне кажется, что это какой-то будет новый этап у тебя, как у актера. похудею и драма. Не драматически, я тебя вижу больше киноактером, да, вот как бы, но совсем вот ровным счетом наоборот. Не, я совсем в драму не хотел бы уходить, я просто хотел бы Психологическое кино, Да, я психологию, не в драму, скажем, а в психологию. через себя все-таки сильнее пропускать, проводить эти моменты, ну, вживаться в роль, так вот как профессиональные актеры, которые, в принципе, все равно есть моменты, где я играю штампы, не нахожу. Ты это чувствуешь. Есть там технические же моменты обучения, которые дают импульс развитию, в принципе. Элементарная техника актерская. Да, я ее не проходил, я о ней не знаю. Я как на самодеятельности вырос вот на этой вот. И естественный вопрос, какие твои планы в дальнейшем? Дальнейшие планы, конечно, грандиозные. Актера, как у кинорежиссера. Как у актера я сижу, жду предложений. Ну, вот. Это сегодня то, что, в общем-то, кормит тебя, твою семью, да, и это дает тебе свободу соответственную. Да, да, по сей день еще снимаюсь в этом прекрасном проекте «Однажды в России» на ТНТ. Ну, конечно, я хотел бы себя в большом кино еще попробовать. В плане режиссуры я уже написал вот еще одно кино, подавал заявку в фонд кино. Сам написал? Это автор идеи, самому тяжело в кратчайшие Конечно. У тебя уже какая-то команда есть, Да, и ребят, команда которые с тобой работали. Адаев Гаджи писал со мной тоже. Спасибо деду за победу, мы диалоги с ним расписывали. Вот. И вот этот «1 на миллион» фильм вот называется. О, название уже рекламное, 1 на миллион, это же уже интересно. Сам придумал? Нет, это название, кстати, придумал Гаджи Атаев. Расскажи. История о том, как два друга в детстве играли в казаки-разбойники, и один другого ударил в пах. Привезли в больницу ребенка, и врачи говорят, что у него не будет детей. И вот спустя, фильм начинается Круг этого. спустя 20 лет, вот, и он в клинике репродукции семейной жизни, ему сообщают, что один ребенок у него все-таки может быть. Вот. И вот он едет со своим материалом в холодильник, приехать к жене и все склеить. Поэтому 1 на миллион. 1 на миллион. Это не абхазская история. С коммерческой стороны надо раскрутить сначала свое имя, а потом уже подавать абхазские истории. Благодаря нашему языку, абхазскому уникальному языку, у нас мировоззрение своеобразное, естественно. Но это наверняка у всех других. Да, оно лежит в языке, кстати, да. И это лежит, и благодаря этому, хоть и сегодня мы все не говорим на абхазском, но мы мыслим по-абхазски, мы ведем себя по-абхазски.
это чуть-чуть для других людей выглядит Как экзотика некая, какая-то перевертыш какой-то. Я когда смотрела, я жила на Украине и смотрела ваше шоу, я видела реакцию людей, да, я-то знаю, что мы так живем, а люди думают, что это какой-то невероятный фантасмагорический юмор. Да. А мы в этом юморе живем и так поступаем, и это логика нашего поведения. Вот, вот тебе пример живой. Я вообще страшный противник вот этого коммерческого кино, коммерциализации кино. Я очень сопротивляюсь даже тому, чтобы приезжали сюда снимать фильмы, потому что ты говоришь вот об одних вещах, я вижу много другого, когда снимают фильмы на нашей земле, используя нашу натуру, наших людей, нашу фактуру, и даже словом не написано в титрах о том, что это было в Абхазии или что это Абхазия, да, какие-то фильмы об Африке, какие-то индусы, я узнаю наших актеров. Ну, это патриотические нотки в тебе играют, поэтому... Нет, ну ты понимаешь, в чем дело? Мы маленькие все-таки, и нас очень легко можно растоптать. Вот я смотрю на этот ботанический сад в конце лета, я хожу туда, и он просто затоптанный уже несколько лет подряд. Мне многие скажут, что я не патриот, это экономика Абхазии, а я немножко думаю о том, что если не будет этого вообще, если его вытопчут, то не будет и экономики. Но когда я слушаю тебя, почему-то все такое органичное, все настолько на своем месте у тебя, твоя какая-то природная открытость и искренность, твоя искренняя любовь к родине, к людям, оно еще идет с юмором. Ты любишь и смотришь на это со стороны одновременно. Это какое-то свойство твоей психики, что ли, потому что ты не учился этому как актер, да. Глобально ты следуешь своей интуиции. Когда будешь зарабатывать деньги, ты никогда не нарушишь свое вот это... Через себя не переступлю. Твой стержень ты никогда не нарушишь. Кому-то это дано, кому-то не дано. Это подарок тоже, понимаешь? И ты несешь этот подарок, очень бережно, мне кажется, к нему относишься, потому что вот я тебя видела 2 года назад, я тебя вижу сегодня, твой оптимизм, он же не на ровном месте, он идет из тебя изнутри. И ты получаешь отдачу от сегодняшнего мира очень страшного. Получаешь то, что твоя душа хочет. Мне очень приятно с тобой общаться. Взаимно, да, ты такие слова сказала. Я хочу тебя видеть всегда в Абхазии, с твоими новыми проектами, везде. Мне кажется, чем бы ты ни занимался, оно всегда будет интересно, потому что оно всегда настоящее, и ты никогда не нарушаешь в себе вот этот баланс и вот этот стержень. Спасибо, Ада, спасибо. Я хочу сегодня показать твои студенческие работы и трейлер к твоему фильму, если ты позволишь. Конечно, но я прошу не судить строго меня, это мои первые работы, поэтому... Я думаю, что мы не будем тебя судить строго, потому что Абхазия тебя любит, вот, тебя ждет всегда. До новых встреч. До новых встреч, Ада. Спасибо. Привет, Мадина. Это, наверное, мой последний привет. Не знаю, чем все это закончится, но знай, я любил тебя, люблю и буду любить. Как все хорошо начиналось. Но твои братья почему-то против. И сейчас везут меня куда-то. Приехали. Я люблю тебя, Мария. Это было платье. Платье. Бесседланное, как дикой лошади. Но лучше совсем
Ночь немая, за тобой я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто май. Мужик, подожди, не прыгай. На, возьми кефир. Зачем? Дедушка его любил. Передашь ему, а? Кавказский долгожитель, связь поколений. Кто здесь Гитлер? Я вампир, я пью кровь, и мне 200 лет. Меня зовут Ардаван. Я ем мацони, и мне 253 года. Кавказский долгожитель до последней капли. 3 дня тому назад я был нерешительным, тепличным ребенком. Ты не должен ничего бояться. И тут мне повезло. Папу из-за долга хотели убить бандиты. И нам пришлось уехать. Куда? В Абхазию. Здесь я познакомился со своим дедушкой. Он что, умер? Оказалось, что он самый настоящий герой. Моего дедушку уважали все. По телефону разговариваю! Эта девочка, конечно, мне сразу не понравилась, но из-за нее мне пришлось пойти на преступление. Я тебя ворую. Давай. Дедушка научил меня многому. Но самое главное, он научил меня ничего не бояться.